Добрый день, уважаемые радиослушатели, приветствую всех, и как говорил великий комбинатор, заседание продолжается. Ну а с вами в прямом эфире буду я, Яха Ивлоева, на волне 101,3 FM радио Ингушетия. Сегодня 18-19 июня, среда, на часах ровно 11, первая рабочая половина дня еще не окончена. И если эта мысль сводит кого-то с ума, то не советую ей поддаваться, а предлагаю вспомнить прекрасные слова, которые нам напевал крошка-енот: от улыбки хмурый день светлей. Хочу также напомнить вам, что вы можете позвонить нам по номеру 22 41 34, набрав код города Назрань 88732, повторю, 22 41 34. Ну давайте перейдем к нашей основной теме для обсуждения. Борьба с внутрироссийским роумингом наконец перешла на практическую плоскость. Стоимость услуг связи теперь отныне не зависит от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату за входящие звонки только если те будут находиться за пределами страны. И чтобы подробнее поговорить на эту тему, мы пригласили в студию Елизавету Даурбекову, специалиста-эксперта Ингушского УФАС России, и Базиеву Мадину, пресс-секретаря Ингушского УФАС. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, вот первый мой вопрос. Как ваша организация УФАС связана с новым законом? Ну, как вы уже и сказали, с 1 июня отменили роуминг. Шли к этому очень давно, шли к этому очень трудно, все ждали, ну вот когда же это случится, ну и наконец мы рады сообщить всем нашим радиослушателям, всем жителям республики, да и чего уж греха таить, всем жителям страны, что вот, дорогие друзья, наконец-то это событие случилось. И скажем, почему УФАС регулирует этот вопрос. Дело в том, что антимонопольная служба, она регулирует конкуренцию. Вот самое главное наше назначение – это добросовестная конкуренция. И так как роуминг уже давно ждал вот выхода в свет, ну, конечно же, антимонопольная служба добровольно после указа президента взялась за этот вопрос и начала курировать отмену роуминга. Кстати, нужно отметить, что работа шла уже давно, скажем, даже с 2010 года. Первые отголоски этого отмены роуминга начались в 2010 году. Но, как мы знаем, все происходит поэтапно, не все случается сразу. Через несколько лет, скажем так, в 2016 году уже серьезно начали работать на эту тему, и с 2016 года началась уже, как вы сказали, работа в практической плоскости. И вот сегодня, с 1 июня, уже нет роуминга, дорогие друзья. А вот вы сказали, большая четверка, это что имеется в виду? Большая четверка — это вот операторы, самые большие такие операторы, которые у нас есть. Это, напомни, Лиза. Операторы, которые занимают доминирующее положение в России на настоящий момент, это у нас Вимпелком, то есть Билайн, Теле2, МТС, Мегафон. Вот. Да, самые такие объемные компании, предоставляющие услуги связи. А вот отмена роуминга приведет к повышению цен на услуги связи? Нет, отмена роуминга ни в какой мере не может являться основанием для повышения цен на услуги связи. Как было установлено в ходе рассмотрения антимонопольных дел, установление надбавок или более высоких тарифов в поездках по стране являлось экономически и технологически необоснованным. То есть никаких дополнительных затрат у операторов связи в случаях, когда абонент уезжал с домашнего региона, не возникает. Соответственно, и не должно быть повышения цен. За этим мы будем следить. И получается, будут какие-то штрафы, что-то такое, да? Да, в случае, если операторы связи нарушат антимонопольное законодательство, конечно же, мы в соответствии с законодательством будем делать предупреждения или возбуждать дела. Ну, я думаю, нашим слушателям будет интересно, как разворачивались события в этой плоскости, Дело в том, что когда антимонопольная служба начала уже регулировать этот вопрос и выдала предупреждение операторам большой четверки, вот если мы с вами вместе не решим и не отменим роуминг, то простите, пожалуйста, операторы большой четверки, но вам за это нужно будет очень поплатиться, поэтому давайте отменим роуминг, давайте что-нибудь сделаем, сказала антимонопольная служба. Но, тем не менее, законодательно выдала предупреждение, операторы отказались
как ни странно, выполнять обязательства предупреждения. И в связи с чем было заведено антимонопольное дело, да, Лиза? В отношении Мегафон и Теле2 было возбуждено антимонопольное дело Федеральной антимонопольной службы Центральным аппаратом. Но тем не менее, со второй попытки все вместе дружно пришли к общему знаменателю, результат которого мы сегодня можем видеть. Ну что ж, спасибо большое, Мадина и Елизавета. Давайте пока перейдем на небольшую музыкальную паузу, а затем продолжим. И еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Я еще раз напоминаю вам, что вы на волне 101,3 FM радио Ингушетия. Давайте я повторно нам напомню, что у нас в гостях сегодня Елизавета Даурбекова, специалист-эксперт Ингушского УФАС России, и Мадина Базиева, пресс-секретарь Ингушского УФАС. Давайте продолжим нашу тему, говорить о роумингах, об Ингушском УФАС. Итак, почему так долго ликвидировался роуминг? В 2010 и по 2014 года рассмотрение дел, а также выработка подходов к установлению обоснованных цен в роуминге касалось международного роуминга. К ликвидации роуминга в России ФАС России приступила в конце 2016 года. Причем ФАС России сделала это по собственной инициативе. Для участников рынка были определены основные этапы отмены роуминга. Напомню, что в случае, когда абонент выезжает из сети своего оператора, включается процедура взаимодействия как минимум двух операторов. И за 2-3 месяца многие операторы снизили свои межоператорские ставки. Елизавета, я вас на минуточку прерву, потому что нам говорят, что у нас звонок в студию. И, кажется, он оборвался. Тогда давайте продолжим. Вот, знаете, когда говорят Ингушская УФАС, антимонопольная служба, многие не совсем как-то понимают, о чем идет речь. Поэтому давайте объясним нашим радиослушателям, что у вас за организация и чем именно вы, в принципе, в целом занимаетесь. Хорошо. Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы они были в курсе, кто мы такие, чем занимаемся, потому что мы творим не последнее дело в республике. Но прежде всего скажем, что мы позиционируем себя как открытое ведомство, которое курирует конкуренцию. Конкуренция — это, если сказать простыми словами, я хочу быть лучше, чем ты, да? И вот в этом русле допускается очень-очень много нарушений. Я хочу быть лучше, чем ты, но я хочу, чтобы это было по закону, да? Везде, где есть конкуренция, везде, где есть вопрос «я хочу быть лучше, чем ты», здесь есть антимонопольная служба и следит за тем, чтобы ты был лучше, но был лучше в рамках закона. Вот, если просто и легко. И у нас есть сайт. Мы просим наших радиослушателей заходить, читать нас, вам все станет понятно. Есть страничка в Инстаграме Ингушская УФАС. Пожалуйста, добавляйтесь, читайте, оставляйте комментарии, свои отзывы. Нам будет очень приятно с вами поговорить. Вот интересует такой вопрос касаемо чисто работы. В чем именно заключается, вот, Лиза, к примеру, ваша работа? Вот подали, например, жалобу, да, и каков путь дальше? Начну с того, что жалобу нам подают, жалуются на действия какой-нибудь организации. Угу. Мы ее... Они как-то права нарушают или... Да, если человек посчитал, что его права нарушены, он пишет жалобу. Мы ее рассматриваем в течение месяца. Если считаем, что жалоба обоснована и имеет под собой признаки нарушения антимонопольного законодательства, то, соответственно, законодательством мы выносим или предупреждение, или возбуждаем дело. То есть предпринимаем меры, которые нужно предпринимать в соответствии с законодательством. Да. Стараемся защитить права. А с какими вопросами чаще всего к вам обращаются? Вопросы разные касаемо антимонопольного законодательства. Но если они не в нашей компетенции, нам, к сожалению, приходится их куда-то перенаправлять. Да, перенаправить, да, по подведомственности. Угу. А вот как и куда можно к вам обратиться? Угу. Ну, это уже больше ко мне получается. Нужно, не можно, а нужно к нам обращаться, дорогие друзья. За свои права в любом случае нужно бороться, нужно знать, что делать. По большей части это люди, обделенные в торгах, они участвуют в торгах. Незаконно отключили газ, свет, там пришла не очень хорошая, рекламного характера смс-ка, жалуются и на это.
очень много жалоб. Поэтому вы можете к нам прийти в наше управление, которое находится по адресу город Назрань, ЖД вокзал, улица Победы, в здании ЖД вокзала. На 2-м этаже мы находимся. Приходите, рассказывайте свою проблему. Если вам нужно получить консультацию, пожалуйста. Если вам нужно подать жалобу, пожалуйста, мы все выслушаем. Наш руководитель принимает по приемным дням, вторник и четверг, 2 дня в неделю. Принимает заместитель. Да даже если не приемный день, мы найдем, как вам помочь. Кроме того, мы рады вас приветствовать на нашем сайте Ингушского УФАС. Там есть все, чтобы понять, чем мы занимаемся, как и по каким вопросам вы можете обращаться. Мы есть в Инстаграме Ингушского УФАС. Там тоже мы очень хорошо ведем свою работу, выкладываем, чтобы люди понимали, что и как происходит. И плюс ко всему этому мы открытое ведомство и позиционируем себя, что мы за честную конкуренцию. Поэтому боритесь за свои права, обращайтесь к нам, ничего не бойтесь, защитим, подскажем, порекомендуем. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы приехали к нам, что уделили нам время и рассказали об этой проблеме. Ну и о своей работе тоже. Я еще раз напоминаю, что в гостях у нас были Елизавета Даурбекова, специалист-эксперт Ингушского УФАС, и Базиева Мадина, пресс-секретарь Ингушского УФАС. Баркал, спасибо всем, кто нас слушал.